Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы говорим об одном из частых заболеваний органа зрения – о конъюнктивите. Сегодня мы решили выяснить, знает ли наше население о таком заболевании, как конъюнктивит. И каковы меры профилактики данного заболевания? К какому же специалисту нужно обращаться? Что такое конъюнктивит? Не знаю. Забыла. У детей было, у старших. Болезнь глаз, наверное. А методы профилактики? Ой, я даже не знаю. К какому вы специалисту обратились, если бы у вас выявилось это К заболевание? окулисту. Знаете ли вы, что такое конъюнктивит? Да, болезнь глаз, А воспаление. как с ним бороться? Меры профилактики? Грязными руками в глаза не лазить, не протирать. К какому специалисту нужно обратиться? К Если... окулисту. Болезнь глаз. Как она проявляется? Не знаю, не видел пока. А как с ней бороться? Лечиться в больнице. Не знаю. Это когда на глаза гнойное воспаление. Воспаление глаз? А вы знаете, как с ним бороться? К врачу обратиться. А какие меры профилактики нужно применять? Мыть лицо почаще, грязными руками не трогать, глаза не тереть. Спасибо за ответ. Так же, как вот, наверное, руки мыть после улицы. Это глаза что-то, а нет? А как с ним бороться? Капли какие-то назначали, не А помню. меры профилактики какие? Ой, это я не знаю. Грязь руки, наверное, не трогать что-то, да? Глазная болезнь. А методы профилактики? Не знаю даже. К какому бы вы специалисту обратились? К врачу. Ну, это, наверное, болезнь как глаз имеется в виду, да, на глаза, как вот то, что надуют детям глаза, как-то Какие вот методы такое. профилактики вы могли бы предложить? Ну, как-то какие-то противовирусные лекарства, наверное, мазь какие-то, капли, А если что-то уже капать. заболели? Ну, обратиться к специалисту. Это болезнь глаза. Методы профилактики? Надо, наверное, правильно питаться. Морковку есть, Еще что? лекарственные средства, К какому специалисту нужно обращаться? офтальмологу. В результате опроса мы выяснили, что большинство населения знают, что такое конъюнктивит. Но знаний о мерах профилактики недостаточно. Зрение в жизни человека является окном в мир. Все знают, что 90% информации мы приобретаем благодаря глазам. Поэтому понятие «стопроцентная острота зрения» является очень значимым для полноценной жизни. Орган зрения в человеческом теле не занимает много места, но является уникальным, очень интересным, сложным образованием. Каково же строение нашего глаза? Не все знают, что видим мы не глазами, а головным мозгом, где синтезируется конечное изображение. Зрительный анализатор формируется из 4 частей. Первая часть – это периферическая. Она включает в себя непосредственно глазное яблоко, верхние и нижние веки, глазницу, придатки глаза, то есть слезную железу и конъюнктиву, и глазодвигательную мышцу. Вторая часть – это проводящие пути в головном мозге, зрительный нерв, перекрест, зрительный тракт. Третья часть – это подкорковые зрительные центры. И четвертая часть – это высшие зрительные центры в затылочных долях коры головного мозга. Сегодня мы говорим о конъюнктивите, но для начала нужно понять, что собой представляет конъюнктива. Конъюнктива глаза – это поверхностно расположенная слизистая оболочка. Она начинается с внутренней поверхности век, а затем переходит на глазное яблоко, достигая роговицы. Если вывернуть веко, то можно хорошо рассмотреть конъюнктиву. При помощи этой оболочки глаз может беспрепятственно и свободно двигаться. В норме конъюнктива век имеет нежную структуру, бледно-розовый цвет, она гладкая, прозрачная и влажная. Наружный покров глаза состоит из 2 основных отделов. Это конъюнктива века и конъюнктива глаза. При сомкнутых веках эти отделы объединяются в верхней и нижней конъюнктивальные мешки. При открытых глазах они образуют 2 свода. Главной функцией конъюнктивы является защита от внешних факторов и обеспечение комфорта.
Это происходит благодаря выработке слезной жидкости и муцина за счет работы многочисленных желез. Синтез стабильной слезной пленки защищает и увлажняет глаз. В состав слезы входят лизоцим и иммуноглобулины, то есть вещества, вызывающие гибель болезнетворных микроорганизмов. Они защищают глаз от инфицирования и развития воспалительной реакции. Итак, подведем итог. Конъюнктива выполняет защитную, механическую, барьерную, увлажняющую функцию, а также осуществляет всасывание питательных веществ. Для того, чтобы подробнее узнать о конъюнктивите, мы идем к специалисту, врачу-офтальмологу. Конъюнктивиты – это воспаление слизистой оболочки глаза. Конъюнктивиты бывают, независимо от это детские конъюнктивиты или взрослые, они бывают бактериальные, вирусные, аллергические, хронические, акантамёзные конъюнктивиты бывают, хламидийные конъюнктивиты бывают. Среди бактериальных конъюнктивитов наиболее частыми возбудителями конъюнктивита являются стафилококки, пневмококки, стрептококки. Наиболее тяжелые бактериальные конъюнктивиты вызываются синегнойной палочкой. Конъюнктивиты, вызванные бактериальной флорой, протекают все почти однотипно. То есть это идет отек века, слизисто-гнойно отделяемое, покраснение, гиперемия конъюнктивы. Конъюнктивит, вызванный синегнойной палочкой, может развиться в течение 1 часа. Резкая боль в глазу возникает обычно при нарушении режима ухода за контактными линзами или при травмах глаза. Процесс обычно идет при синегнойной палочке односторонний, при бактериальных конъюнктивитах процесс распространяется на оба глаза. Заболевание течет где-то 6-7 дней. Лечение в основном идут противовирусные и противомикробные капли. Синегнойная палочка лечится только в офтальмологическом стационаре. Вирусные конъюнктивиты – наиболее частая инфекция, которая встречается среди детского и взрослого населения. Протекает в виде эпидемических вспышек или эпизодических единичных случаев. Чаще всего сочетается с явлениями острого респираторного тракта. Среди вирусных конъюнктивитов выделяют несколько форм. Это эпидемический кератоконъюнктивит, который вызывается аденовирусами. Источником инфекции является больной человек, передается контактным путем. Поражение респираторного тракта встречается у 25-30% населения. Начало заболевания, острое. Чаще всего где-то через 1-5 дней в процесс вовлекается второй глаз. Веки отечные, гиперемированные. Резкая боль в глазу, ощущение инородного тела, слезотечение. У 80% населения чаще всего развивается вторая стадия заболевания с поражением роговицы. При поражении роговицы развивается уже эпидемический кератоконъюнктивит, который сопровождается вовлечением роговицы и образованием на ней инфильтратов. Процесс может длиться до 3-4 недель, требует противовирусного лечения. Необходимы строгие санитарно-гигиенические мероприятия для предупреждения заражения окружающих. Прогноз при своевременно начатом лечении благоприятный. Второй формой вирусного конъюнктивита является аденовирусный конъюнктивит или фарингоконъюнктивальная лихорадка. Это воспаление, вызванное аденовирусом. Острое заболевание, передающееся воздушно-капельным и контактным путем. Заболевание сочетается с острым респираторным симптомом. Протекает в легкой форме по сравнению с предыдущей инфекцией. Также будет гиперемия, отек конъюнктивы, небольшое слизистое отделяемое, слезотечение. Обычно у таких больных после перенесенных вирусных конъюнктивитов развивается нарушение стабильности слезной пленки и требует применения слезозаместительной терапии. Третьей формой вирусного конъюнктивита является эпидемический геморрагический конъюнктивит, который вызывается энтеровирусами и характеризуется образованием обширных кровоизлияний на конъюнктиве глазного яблока. Заболевание очень высококонтагиозное, очень заразное. Поражается один глаз. Вначале возникает цветобоязнь, покраснение конъюнктивы, подконъюнктивальные кровоизлияния. Заболевание передается контактным путем. Четвертая форма вирусного конъюнктивита – это герпетический конъюнктивит.
вызывается вирусом герпеса. Заражение происходит контактным путем. Вирус герпеса, попадая на конъюнктиву глазного яблока и кожу век, проникает в тройничный узел и находится там в латентном скрытом состоянии. Любая инфекция, вирус, стресс провоцирует развитие этого вируса. Характерно рецидивирующее течение, поражается один глаз. Поражение сочетается с высыпаниями на коже лица и слизистой оболочки. Бывают аллергические конъюнктивиты. Это воспалительная реакция конъюнктива на воздействие аллергена. Аллергический конъюнктивит бывает нескольких видов. Бывает полинозный конъюнктивит, который развивается в весенний-летний период, характеризуется реакцией на цветение трав, деревьев, злаковых культур. Жалобы: отек век, жжение век, слезотечение, конъюнктивально незначительная слизистая отделяемая, поражается чаще всего оба глаза. Лечение идет совместно с аллергологами, так как процесс идет аллергический в основном. Весенний кератоконъюнктивит – это сезонное заболевание, поражение роговицы происходит чаще всего у мальчиков. Сезонный весенний-летний период, возраст возникновения заболевания 4-7 лет, регрессия заболевания наступает в возрасте полового созревания. Характеризуется выраженным зудом, постоянно трут глаза, слезотечение, изменения на конъюнктиве верхнего века. Бывает хронический аллергический конъюнктивит. Это повышенная чувствительность к домашней пыли, средствам бытовой химии, шерсти животных, сухой корм рыб. Так, к аллергическим относят конъюнктивит на фоне длительного ношения контактных линз, который называется крупнопапиллярный конъюнктивит. Это реакция организма на длительное воздействие инородного тела приводит к образованию больших фолликулов на конъюнктиве верхнего века. Пациенты обычно жалуются, что у них чувство инородного тела, и линза становится нестабильной, то есть повышенная подвижность контактной линзы возникает. Профилактика всех конъюнктивитов – мытье рук с мылом, индивидуальные полотенца, индивидуальная косметика, соблюдение правил личной гигиены. Врожденный дакроцистит – это воспаление слезного мешка. Бывает у детей раннего возраста. Чаще всего проявляется в возрасте 2 недель, 1 месяца. В норме слезная жидкость выделяется слезными железами, расположенными в верхнем и нижнем веке. Затем слеза через отверстие слезных протоков всасывается в слезный мешок, который располагается под кожей внутреннего угла глаза, из которого слезная жидкость выводится в полость носа. Причинами дакроцистита является врожденная патология слезных путей, наличие желатиновой пробки, которая не рассосалась после рождения и создает препятствие для нормального оттока слезной жидкости. Болезнь проявляется постоянным слезотечением чаще всего одного глаза, которое возникает в возрасте 3 недель, 1 месяца, может быть односторонним, может быть двусторонним. Гнойно отделяемое слезотечение грозит тем, что процесс располагается в области носовых пазух и может быть распространение гнойного очага инфекции. Лечение врожденного дакроцистита – массаж слезного мешка, противовоспалительные капли. Если не проходит в состоянии в возрасте 3 месяцев, хирургическое лечение, зондирование носослезного канала. Для того, чтобы быстро справиться с неблагоприятными симптомами конъюнктивита, требуется соблюдение определенной последовательности действий. Важно помнить, что все гигиенические процедуры обязательно нужно проводить чистыми и обработанными руками. Перед тем, как закапать лечебные капли и промыть глаза, необходимо вымыть руки с мылом и тщательно просушить их чистым выглаженным полотенцем. Все предметы и средства гигиены, которые касаются глаз и лица, обязательно должны быть чистыми. В острый период болезни полотенца следует стирать каждый день. Обязательно перед использованием их нужно прогладить горячим утюгом с обеих сторон. Это позволит предотвратить занесение дополнительной вторичной бактериальной инфекции. Если отделяемое скапливается на веках, то надо осторожно протирать их при закрытых глазах чистой салфеткой или ватным диском, смоченными в кипяченой воде. Для каждого глаза следует использовать отдельную салфетку. По той причине, что инфекционный, бактериальный или вирусный конъюнктивит очень заразен,
Поэтому необходимо мыть руки до и после мытья глаз или применения лекарств. Необходимо соблюдать осторожность и не прикасаться после инфицированного глаза к здоровому. Полотенца и салфетки для ухода за глазом следует хранить отдельно от других. Заболевшие инфекционным конъюнктивитом должны оставаться дома в течение нескольких дней. Ни в коем случае не используйте лекарственные препараты, срок годности которых истек. Такое лекарство может только навредить. Также не нужно применять средства, которые долго стояли открытыми, на ярком солнце или же лекарства без соответствующей маркировки. Наша передача подошла к концу. До свидания, берегите себя и своих близких.